племянник действующего, исполняющего обязанности президента, призывает де-факто к геноциду против армянского населения, второй этнической группы в Абхазии, потому что ему не понравилось, как они проголосовали. Вдуматься. Когда начинаются разборки и идет анализ, действующий президент, исполняющий обязанности президента, сносит силовиков, несмотря на договоренности, которые были достигнуты. Просто наплевав между первым и вторым туром, наплевав на волю абхазского народа, сносит силовиков. Притом вдуматься, каким методом. Действующего руководителя спецслужбы вызывает к исполняющему обязанности проигравший кандидат. И присутствует при разговоре, когда действующий президент Абхазии требует, чтобы руководитель спецслужбы уволился. В присутствии одного из кандидатов. Это нормально? Это как надо презирать абхазский народ и его волю, чтобы позволить себе нарушить достигнутые договоренности и готовить его к кровавым разборкам. То есть мало пролито крови абхазов? Мало боли на этой земле? То есть сдать сейчас вот свой суверенитет, свою независимость, все, что было достигнуто, любовь русского народа, гигантскую помощь от России, сдать кому? Выпускнику одной из гюленовских структур? Кстати, напомни, как в Турции расправляются с теми, кто встал на сторону Гюлена. Это делается ради чего? А главное, это вот как они себе это представляют? Абхазы, которые знают на собственном примере, что такое война за независимость, сейчас, когда вдруг появляются вновь назначенные, кстати, напомню, в нарушении договоренности, вновь назначенные разные граждане, которые начинают с того, что русские почему границу защищают, убрать? Что это так много вот тут понаехало непонятно кого? Да у вас почти у всех русские паспорта, алло, граждане! Вот начинаются такие нарративы армянские. А кто их? За какие деньги? Как это все происходит? Удивительно. То есть мало им крови, мало им боли. Вместо того, чтобы дать возможность Абхазии и абхазскому народу развиваться, сделать так, чтобы не было этого ужаса. 32 года войны прошло, а такое ощущение, что разруха так и... Вместо того, чтобы навести у себя дома порядок, использовать максимум тех возможностей, которые с радостью дает Россия, превратить Абхазию в цветущий край, как этого заслужил абхазский народ, пытаться снова его бросить в войну кланов, ради чьих интересов абхазов? Да нет, конечно. Одумайтесь. А мы, для нас, Абхазия родная. Абхазские герои плечом к плечу воюют с нами. Сколько наших воевало за независимость Абхазии? Не время и не методы так относиться к своему народу. Скажу я псевдооппозиционерам, которые преследуют что угодно, но только не интересы абхазского народа, призывая к геноциду армян. Так не должно быть. Ни при каких обстоятельствах. И правильно Александр Иванович Бастрыкин стал расследовать деятельность и заявления. И надо бы выяснить, вот у этих кричащих, таком призывающих племянника. Это племянник действующего руководителя Абхазии. Перевернуть страницу? Нет, это уголовка. Ну, если у него еще есть российский паспорт, то тогда ему предстоит пройти все необходимые следственные мероприятия. То есть хотите на наших границах развязать очередную страшную историю? Вы знаете, я думаю,
Я так скажу вежливо. Не надо недооценивать Россию. И не надо воспринимать щедрость русской души за слабость. Эта ошибка многих стоила им всего. И сейчас я говорю уже европейцам. Не заблуждайтесь. Не заблуждайтесь.